Всем привет! У нас сегодня пурга метет. Сейчас вот немножко стихли порывы ветра. Быстренько сейчас запишу видео. Позавчера все таяло. Ну и вчера, в принципе, тоже на дорогах все бежало, ручьи были. Машина вся обледенелая. Ну, вчера весь день снег шел. Сегодня тоже с утра снег шел. Сейчас время обед. И намело такие сугробы. Все замело. Вообще жесть. Сейчас будем все откапывать. Ну, хоть не замерзло это все. В принципе, я вчера вечером уже ездил, когда минус был. Поэтому, наверное, и не замерзло. Если бы днем поставил машину, по-любому бы примерзли двери, не открылись бы. Да. Все легко открывается. Так, ладно, буду сейчас сметать все это дело. Ну а я еду сегодня менять пыльники. Пыльники будем менять на шаровой и на рулевых наконечниках. Также заменю правую стойку. Я ее не успел заменить. Заменю правую стойку, потому что левую-то я поменял на прошлой неделе. Сегодня заменю правую. Буквально вчера ездили вот по лужам. Сегодня все опять в снегу. Все замерзло. На дорогах лед под снегом. Ну и дорога. Дорога стала вообще. Был асфальт, теперь одни ямы. Сегодня у нас 11 апреля. Такая вот зима еще в Якутске. Небо затянуто, все серое, солнца нет. В принципе, и вчера так же было. Вчера шел снег и не было такого ветра, который сейчас. Ветер прям пронизывает. Вот даже если сейчас посмотреть на флаги на заправке, видно какой ветер. Но сейчас хоть снег закончился. Утром снег шел до обеда. Сейчас снега нету, просто вот он метет. Это всюду с крыш вон как. Пыльники я покупаю вот здесь. В прошлый раз, по крайней мере, брал здесь, в кармане. Так что сейчас идем туда. Взял с собой образцы. 2 пыльника купил на рулевые тяги. Вот этого набивного пыльника нету. Ну что, будем искать, наверное. Сейчас заеду еще в один магазин. Если там нет, то уже буду думать, что сделать. В принципе, можно проточить под обычный пыльник с кольцом. Ладно, посмотрим. Сейчас сначала заеду еще в один магазинчик здесь. Ну, сейчас посмотрел по ГИСу. Магазинов много каких не работает. Много каких магазинов не работает. И прозвонил по рабочим. Ну и сразу же в первом же магазине. Сначала сказали, что нету, закончились. Через минуты 3 перезванивает, говорит, говорит, есть, говорит, пыльники.
Так что сейчас едем в этот магазин, он здесь недалеко. Как раз я в этом районе, можно сказать. Так, ну вот, набивной пыльник подобрали. Правда, он резиновый, не силиконовый, но ничего, ладно. 150 рублей стоит. Это вот в этом магазине Автогруппа называется. Автогруппа, автозапчасти на российские и на иномарки. Всем привет! Сегодня у нас уже следующие выходные. Прошла еще одна неделя. В общем, так и не получилось у меня съездить в гараж. Позвонил сервис, который должен был переставить мне стойку. Они сказали, что у них времени нет, так что смысла ехать не было. И решил я отложить это дело. Но сейчас я еду туда все равно. Будет у них время, не будет, не знаю, посмотрим. Думаю, что там 5 минут, думаю, найдут. Переставить стойку. Тем более, я им принесу уже снятую с машины. То есть им даже не надо будет снимать ее. Вот. И заодно заехал в магазин, купил пыльники на задние привода. Поменяем пыльники на приводах, они там тоже порваны. Только посмотрим, как будет время у меня. Сегодня успею, не успею. А сегодня у нас такая вот погода на улице. +2. Снег идет хлопьями. Сразу же тает. Это городской парк. Вот здесь вот он, колесо обозрения. Кстати, уже крутится, работает даже. Так, ну все, я в гараже. В сервисе я договорился. Сейчас я сниму стойку. Отнесу в сервис. Там мне перекинут пружину. И буду назад все собирать. Но прежде чем собрать, мне надо будет поменять пыльники на рулевом наконечнике, на шаровой на нижней. И на рулевой рейке пыльник порванный, тоже буду менять пыльник. Но сейчас надо сначала перебрать стойку. Чтобы ее снять, снимаем сначала фильтр вместе с коробом. Снимаем колесо, откручиваем стойку, вытаскиваем ее и несем на переборку. Снял сам короб, а тут еще, оказывается, крепеж. Я про него забыл, что тут крепеж еще есть. Ну, тоже, в принципе, ничего сложного. Еще 3 болтика на 10. Так. И вот она, стойка крепится 3 гайками. 3 гайки. До конца одну выкручивать не буду. Так, ну все, верхнюю часть подготовили. Сейчас домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем стойку. Это у меня секретка. Одна секретка, остальные гайки простые.
Колесо обычно ставлю под порог. На всякий пожарный. Вот этот пыльник надо поменять, порванный. На рулевой. Я его купил. Этот пыльник поменяем на рулевом наконечнике. Так-то тугой. Так, шаровая верхняя. Блин, он тоже порванный. По идее, его тоже надо было менять. Шаровая верхняя, на нижнюю шаровую я купил. А вот на верхнюю шаровую нет. Так, сейчас мне надо снять стойку и отнести ее. Так вот, нужно открутить вот этот болт. И открутим верхний рычаг, чтобы вытащить стойку. Так, ну все, поехали. На 22 здесь, по-моему, ключи нужны. Опа. Так вот ногой пошел. Угу. Рожок ставим сюда. Крутим. Вот и все. Ну все, сходил, перекинули мне эту стойку. Это и вообще хана. Стучит. Даже просто как потрясти. Ну вообще пустая. Итого из 4 амортизаторов в живых остался только один, который стоял с левой стороны сзади. Он еще нормальный, а остальные все пустые. Поэтому машина прыгала на каждом бугорке, на каждой ямке. И стучала. Подвеска вся гремела. Дальнейшие у меня планы какие? Сейчас надо поменять пыльники на рулевом наконечнике. Поменять пыльник надо на самой рулевой рейке. И вообще-то надо как-то поменять еще на нижней шаровой. На верхнюю шаровую я не купил, но ее, в принципе, легко снять. В принципе, это вообще без проблем. Вот нижнюю, с нижней надо помучиться будет. С этой стороны колодки вообще отлично еще. Так, сейчас, наверное, прикрутим на место стойку. И надо попробовать выбить нижнюю шаровую. Так, в общем, откручиваю верхнюю шаровую. Так как не могу запихать в ухо стойку. Мне нужно подать полностью вниз, надавить всю подвеску. А сейчас из-за счет шаровой она сейчас зажата. Или надо было мне просто не вставлять болты. Ну, я уже шаровую открутил. Все равно думаю, это полностью сейчас раскидаю, наверное, подвеску вот эту. Ступицу разберу. Все, теперь она играет. Теперь можно спокойно запихивать в ухо стойку и вставлять болт. Сейчас покажу, как я сбил нижнюю шаровую. Я немножко выкрутил вот эту гайку на шаровой и бил, получается, вот сюда. В это место бил. И под тяжестью, и стегнул верхнюю шаровую, чтобы ступица вниз давила. И получается, ступица давила вниз, я бил сюда, и она в итоге хоп и слетела. Сейчас, наверное, открутим нижнюю шаровую, хотя бы вот эти два болта, вот они. И нам сейчас надо, чтобы привод не снимать, эти два болта выкручиваю, первые, прикручиваю назад шаровую, и потом только третий, который сзади, тот болт выкручивать буду. И все, и снимаю нижнюю шаровую полностью со ступицы. Потом займемся
рулевым наконечником. Один вытащил. Так, в общем, 2 болта выкрутил. Сейчас надо наживить верхнюю шаровую, чтобы ступица держалась на верхнем рычаге. И все, и вытащим 3-й болт. Ох. Откручиваю направляющие. Хочу полностью раскидать, наверное, все-таки ступицу. Еле как идет вот этой вот трубой длинной. Еле как сорвал. И сейчас она очень туго идет. Прям невозможно вообще. Фух. Ну, будем откручивать дальше. Она уже здесь вот полегче пошла, то крутилась только при помощи большой трубы. Сейчас уже маленькой крутится. Вот на той стороне была прикипевшая, но крутилась там легче, чем здесь. Кстати, тормоза стали гораздо лучше. То у меня уводило вправо, когда ту сторону перебрал. Тормоза вообще отличные стали. Прям не узнать. Раньше только со второго качка схватывали. С первого качка машину уводило вправо. То есть, значит, вот эти вот нормально работали тормоза. Вот эта сторона. А левая схватывала позже, только со второго нажатия продавливалась. Прокачка не помогала, а вот тормоза эти направляющие смазал, и все заработало. Ну, сухая тоже. Почистим направляющие. Ну, это более-менее получше. Тоже надо будет почистить, смазать. Сняли вот эту вот скобу, которая крепит тормозной шланг. Датчик АБС теперь надо открутить. Вот он, датчик АБС, откручиваем его. У меня ключик на 12. Вытаскиваем. Какой он грязный. Какой он грязный. Так, вот тут вот надо тоже, наверное, снять. Так вот. Оп. И все. Ну все, вытащил шаровую. Кстати, довольно-таки легко вытащил. Просто открутил верхнюю шаровую. Получается, все отстегнул, кроме привода. Думал, что придется снимать привод, но нет. Просто вот так заломил ее наверх. Получается, ступицу. И все, шаровая вылезла со своего паза. И вытащил спокойно. Ну, благо, что я ее сбил заранее со своего места посадочного. Если бы она была не сбита, конечно, пришлось бы мучиться. И так она легко у меня вылезла. Сейчас меняем, тут все снимаем. Сколько тут, ну, грязь с маской. Как бы это смазка, но грязная. Так что сейчас вымываем. Так-то шаровая тугая. Верхняя вообще отлично. Да и это тоже, ну, вообще она еле как пальцем двигается. Вот эту верхнюю еле как 2 руками сейчас двигал. Рулевая, да и рулевая вообще мертво сидит. Пыльники только поменять и все. В принципе, ничего не разбито, хорошо. На рулевую у меня есть, на эту у меня, на нижнюю есть. Вот на этот я не купил. Я думал, что она целая. Но он оказался тоже у меня порванный. Ну, в следующий раз уже ее не так сложно поменять. Верхнюю самую проще всего
менять шаровые. Как снять вот этот вот оставшийся пыльник порванный? Вот он одет, допустим, да? Я ставил так вертикально, брал стамеску, наставлял и молотком бил. И все, он у меня, оп, и слез. Легко и просто. Так, ну все, осталось сейчас все это дело помыть. Немножко набить смазки, много всегда смазки не надо. А то некоторые любят прям в пыльник, как так обильно, прям полный, чтобы аж был. Потом через все щели, чтобы он лез. Нет, так не надо делать. Немножко смазать смазки сюда. Положить, не знаю, даже от шруса или литол положу, не знаю, посмотрим. У меня литол есть еще немножко. И ставим на место. Можно будет нижнюю шаровую поставить и заняться рулевым наконечником. Так, ну все. Еле как одел этот пыльник. Скользкий. Весь в смазке уделался. Еле как его туда запихал. В общем, уже перебрал рулевой наконечник. Я его откручивал на 19,5 оборотов. Пока закручу также 19,5. И все равно придется, наверное, ехать потом как-нибудь на развал схождения. Потому что уже 2 года, как последний раз делал я его. Кстати, вот этот вот очиститель тормозных дисков нормально так чистит. Направляющие вообще были такие, налет такой на них брал, ржавчины. Очень нормальные, почистились. Так, сейчас смазываем их и ставим все назад. Наконец-то закончил с этой стороной. Все затянул. Не протягивал, только вот эти вот верхние 2 болта верхнего рычага. Всегда саленблоки всегда протягиваются только на полностью опущенной машине. Если сейчас затянуть саленблок, а потом опустить машину, то его махом порвет, потому что сейчас подвеска находится в опущенном состоянии, то есть она на вытянутую. Нужно сначала поставить колесо, опустить, немножко подвеска сожмется в свое рабочее положение, и только тогда протягивать саленблоки. Запомните это. Никогда не затягивайте сразу их. Сейчас опускаем колесо, протягиваем стойку сверху и саленблоки снизу, с-под машины. Ну и все, и, наверное, сегодня буду закругляться, время уже 7 часов практически. На этом буду заканчивать это видео. Останется тут собрать. В принципе, тут недолго. Тоже раз, два, 3 болта. 3 болта поставить железяку и 3 болта поставить сам пластиковый короб. Всего 6 болтиков. Ну все, ставьте палец вверх, если это видео было вам полезным. Комментируйте, спрашивайте, кому что непонятно. На комментарии я отвечаю. Так что не стесняйтесь, обращайтесь. Все подскажу, расскажу. Ну, а я дособираю сейчас быстренько эти остатки. Переодеваюсь и еду домой. Ты даже сегодня еще не обедал. А уже ужин пора. Ну все, всем пока.